Когда мы говорим про безопасность социальных сетей, то рассматриваем их как инструмент, который мы используем, чтобы делиться публичной информацией. Какие угрозы существуют при использовании социальных сетей? Самое очевидное – учетную запись в социальной сети могут взломать и от вашего имени сделать публикацию, которая может нанести вред вашей репутации или попросить перевести деньги злоумышленникам. Социальные сети — это также сообщества и паблики. Взломав вашу учетную запись, злоумышленники могут получить доступ к группам и страницам, которые вы администрируете. Наконец, вы можете быть привлечены к уголовной или административной ответственности за публикации в социальных сетях. Итак, начнем с базовой защиты доступа к нашим сетям. Мы используем только доверенные устройства. Про них мы поговорили в предыдущем видео. Мы используем сложные и уникальные пароли каждой социальной сети, которые меняем, если узнаем об утечке паролей в сервисе. Мы контролируем доступ к устройству, которое используем для доступа к соцсети. Мы не используем учетную запись для регистрации в любых других сервисах, потому что если этот сервис взломают, то могут получить доступ к нашему аккаунту. Мы не заполняем тесты в соцсетях. Обычно тесты создают сторонние компании, которые запрашивают большое количество данных пользователя, чтобы позволить ему проходить тест вплоть до возможности публикации от его имени. Мы включаем двухфакторную авторизацию. Мы используем доверенную почту. К почте применяются такие же стандарты базовой защиты, сложные пароли, защищенное устройство, двухфакторная авторизация. Расскажи, пожалуйста, подробнее про двухфакторную авторизацию. Это сложно? На самом деле достаточно просто. Двухфакторная авторизация — это когда для доступа к сервису вам нужен не только ваш пароль, но и код, который вы получаете по SMS или из приложения, такого как Google Аутентификатор. Оно бесплатное. Это решение уже давно используется в банковской системе, когда для завершения оплаты вам нужно ввести код, полученный через SMS. Так почему же его не применять в повседневной жизни? Итак, про безопасность соцсетей. Если у вас есть привязка к российскому номеру, либо включаем двухфакторную авторизацию через приложение, либо используем нероссийскую сим-карту. Уже были несколько случаев взлома сервисов пользователя с помощью дубликата российской сим-карты. Еще давайте поговорим про защиту сообществ и страниц в соцсетях. Важно утвердить минимальный свод правил для всех администраторов, кто имеет к ним доступ. Для защиты от уголовного и административного преследования за публикацию нужно, во-первых, выбирать доверенную социальную сеть, проверять юрисдикцию и национальное законодательство, и его правоприменение. К примеру, в России социальная сеть ВКонтакте в досудебном порядке передавала персональные данные пользователей правоохранительным органам просто по их запросу. Во-вторых, помнить, что любая учетная запись может быть заблокирована и удалена из-за жалоб. Поэтому делаем резервную копию контента, публикуемого в соцсетях. В-третьих, отслеживайте национальное законодательство. Контролируйте то, что вы публиковали или планируете публиковать от своего имени. В России есть более 10 статей Уголовного кодекса, которые использовались для привлечения активистов и просто граждан к ответственности. Речь идет не только о постах, но даже о репостах, музыкальных клипах и сохраненных в закрытом альбомах картинках. Если раньше вы не думали об этом, то сейчас просмотрите свою ленту и удалите публикации, которые нарушают или потенциально могут нарушить законодательство. По скриптум. Я бы не рекомендовал российским пользователям пользоваться российскими социальными сетями, Одноклассниками, ВКонтакте. Facebook с этой точки зрения более безопасен.